вчера была зарегистрирована партия действий и солидарности. Какие задачи ставит перед собой партия? Конечно, как любая партия, основной целью является достичь того уровня, чтобы прийти во власть. И с этой точки зрения для нас сейчас очень важно, и самой первой целью является развитие самой партии, так как мы на момент регистрирования в Министерстве юстиции нас было около 7500 человек. В Министерстве юстиции мы представили документы от тех организаций, которые были созданы. По закону нужно было иметь минимум 17 территориальных организаций на уровне районов или муниципиев Республики Молдова. И у нас было 20 уже созданных, в которых было больше 120 человек, то есть то, что, опять же, как минимум требует закон. И сейчас основная задача — это развитие самой партии, потому что мы не зря, когда только начинали дискуссию о том, чтобы включиться в сферу политики, когда мы дискутировали о названии партии, не зря мы выбрали именно это название — «Действие и солидарность». Потому что мы считаем, что нельзя добиться изменения, если мы не начнем с самих себя, с каждого из нас. И поэтому все коллеги, которые написали заявление в партию, во-первых, они подписывали заявление и ангажемент о том, что они будут активны, они будут действовать, и о том, что они всегда действовали и будут действовать только в правовом поле. И с этой точки зрения для нас, конечно, очень важны аспекты понимания или достижения понимания о том, чем является ПАС, Партидul Acțiunii și Solidaritatea, то есть партия действия и солидарности, достичь информированности как можно большего количества людей в республике, чтобы все поняли, что мы хотим сделать и как мы хотим сделать, какие у нас приоритеты. Потому что если думать о том, что должно быть изменено, во-первых, то мы считаем, что нам нужна другая политика. А другая политика, честная, современная политика, может быть сделана только другими людьми. Не теми, которые скомпрометировались в существующих партиях, в существующих органах власти, которые уже, наверное, все устали обсуждать о том, что у нас захваченное государство и захваченные институты страны. Нужны другие люди, нужны люди не коррумпированные, не скомпрометирующиеся. И для нас это является, если вы хотите, одним из приоритетов и, если можно сказать, идеей, которая может нас всех объединить. Потому что слишком долго все политики нас старались разъединить, а не объединять. На основе языка, на основе геополитических каких-то направлений, да, на восток или на запад. Пора иметь что-то, что нас объединяет. Я думаю, что приводить во власть честных людей — это может быть страновым проектом для нас всех, вне зависимости от нашего возраста, от нашего этнического происхождения, от языка, на котором мы разговариваем и так далее. Скажите, вы назвали около 7500 человек стали членами партии. Есть ли среди этих 7500 гагаузские жители? Есть представители Гагаузии. У меня нет очень детального описания. Около 15 коллег из Гагаузии есть. И это при всем при том, и даже те 7500, при всем при том, что, в принципе, мы не имели допуска или открытого приглашения на телевидение. Это было, конечно, очень даже редко. Да? То есть мы не имели тех механизмов или тех арсеналов, которые имеют партии во власти или другие партии. То, как люди объединились и начали приходить, и качество людей, какие люди приходят. Мы почему-то думали, что в основном будут люди среднего возраста, но есть и очень молодые, и есть и люди преклонного возраста, которые очень бы хотели помочь и даже спрашивали, чем мы можем вам помочь, можно ли быть волонтерами для вас. То есть даже люди пожилого возраста об этом спрашивали.
И мы считаем, что это на этот момент для нас является успехом, да? Что мы смогли стольких людей заинтересовать, не имея вообще всех каналах медиа для того, чтобы продвигать то, что мы считаем приоритетами для нас. И я думаю, что это и в дальнейшем нас тоже это ожидает, потому что я не вижу, как это все будет уже. Все телевидения, которые имеют другие интересы, будут очень открытыми для нас. И поэтому мы планируем и дальше работать и использовать те механизмы, которые называются door-to-door, то есть от дверей к дверям. Контактировать с людьми. Мы намереваемся это делать и в преддверии того, что нас ожидают и осенью, потому что будут президентские выборы, и в дальнейшем для того, чтобы было более понятно, кто мы, что мы хотим продвигать, и постараемся достичь или дойти до как можно большего количества людей. Будет ли открыт офис у Гагаузии? Поскольку мы намереваемся работать, во-первых, на основе членских взносов членов партии, наверное, будет немножко трудно открывать офисы во всех районах, во всех местностях Республики Молдова, но судя по опыту, который у нас сейчас имеется, потому что очень многие коллеги просто предоставили помещения для наших встреч, помещения для заседаний, учредительных заседаний различных организаций по районам. Мы, конечно, намереваемся работать, насколько это возможно, по всей стране. Может быть, это не будет офис, но я думаю, что обязательно будут организации на местном уровне. Да? Работает ли партия с молодежной организацией? То есть формируются ли молодежные организации в этом направлении? Что делает партия? Я думаю, что у нас очень хорошая инициативная группа молодых людей уже образовалась. И как раз вчера они анонсировали о том, что то есть в самой партии мы решили, что будем действовать на основе того, насколько есть востребованность. Если молодые хотят создать организацию ПАС, значит, это будет происходить. Если другие какие-то профессиональные группы захотят, это будет происходить. И как раз вот первое, сейчас то, что молодая инициативная группа решила сделать, она называется PAS Youth. Ее можно найти и в интернете уже, и на Фейсбуке. Небольшая инициативная группа, которая хочет сконсолидировать ядро около 50 молодых людей, которые тоже будут проходить через конкурс. Ну, конкурс, может быть, это немножко утрированно сказано, но молодые люди, которые мотивированы, которые хотели бы включиться в создание молодежной организации, которые имеют те же ценности, те же принципы, разделяют их. И то, что мне очень импонирует и очень нравится, то, что это наши молодые коллеги, они и очень современные в своем подходе. Они создали эту инициативную группу, которую наше бюро поддерживает, и все уже коллеги более старшего возраста очень поддерживают, но они очень современно действуют. То есть они в этой группе выбрали уже какие-то специфические вещи, которые они могут сделать на основе своих компетенций. И я считаю, что это будет очень интересный проект и очень творческий проект. Именно так, наверное, нужно было бы подходить к созданию современных партий, находя очень активных людей, которые могут своей энергией уже и других вдохновлять и конструировать что-то конкретное, которое может потом показывать результаты. Сложно ли в сегодняшних условиях продвигать партии? Сложно с точки зрения того, что нельзя сказать, что принципы работы или нельзя сказать, что для всех партий, в особенности для тех, кто в оппозиции, есть равные возможности информировать публику, да, иметь доступ к телевидению. И мы уже знаем, почему это происходит. Потому что, к сожалению, слишком большая часть из медиа принадлежит одному и тому же лицу. Довольно сложно, конечно, работать и в той ситуации, когда уже происходит, и, к сожалению, наши коллеги из
разных районов говорят об этом, даже на работе, да, им говорят, что мы знаем, что вы члены ПАС, имейте в виду, если вы будете какие-то высказывания делать, то это будет чревато последствиями, да, то есть даже такие вещи есть. И когда у некоторых партий есть административный ресурс, то, конечно, приходится спрашивать себя о том, насколько, например, реалистично думать, что президентские выборы будут настоящими без использования административного ресурса, без подтасовки результатов и без того, что называется грязной политикой. То есть сложности есть. Но у меня персонально очень вырос оптимизм, да, за последние месяцы. Хотя я сама по себе, все знают, что я очень оптимистичный человек. Но глядя на тех людей, которые пришли в ПАС, на их открытость, на их интерес, и они еще не потеряли веру, что что-то можно изменить. Сейчас нужно сконцентрироваться и попробовать не потерять эту веру и сделать так, чтобы эта вера нам помогла добиться тех изменений, о которых мы говорим.